Бисмилля, альхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля, ва аля алихи, ва сахбихи, ва ман валя. Амма ба'д. Я никогда не забуду тот день моей жизни. Я был тогда в одной из деревень Юго-Восточной Азии. Прогуливаясь по этой деревне, я вошел к одной парализованной старухе. Люди ее любили. Каждому, кто видел ее, она нравилась. Она пленила сердца людей своей добротой и нежностью. Ее хижина представляла собой одну комнату. Это была и ее кухня, и гостиная, и уборная, все вместе. Там не было ничего примечательного или ценного, например, мебели. Были просто деревянные доски, тесно примыкающие друг к другу, практически пустые. Бедная женщина из-за своей болезни не выходила из дома уже 7 лет. Из-за сильных болей в нижней части спины, которые она испытывает, она не может сидеть на стуле. Поэтому между двумя столбами привязали кусок ткани, и она сидит на нем в подвешенном состоянии. Хотя по возрасту мы годимся ей в дети, она вела себя с нами крайне вежливо и деликатно. Она даже извинялась, что сидит выше уровня земли из-за своей болезни. Она говорит, что извиняется, что не может сесть на одном уровне с нами, потому что она старая и не может двигаться. Я попросил ее пойти с нами в больницу, но она не согласилась. Она поедет с нами в город для лечения. Она не может куда-то ехать из-за своей слабости. И она начала плакать. Я подумал, что ей нужно лечение, еда или что-то еще. И я спросил ее об этом. Но она ничего не просила, только плакала. Что ей нужно? Может быть, ей что-то надо? Она ничего не хочет. Она плачет каждый день, ночью и днем. Когда ей грустно, она плачет. Она не была привязана к этому миру. Я спросил ее, что тебе нужно с рынка? Она ответила, вот уже 7 лет, как я не хожу на рынок. Это был первый раз, когда мы спрашивали в тех странах какого-то бедняка, что ему нужно, а он отказывался что-то просить. Я повторил вопрос несколько раз. Она не отвечала на мой вопрос, только плакала. В конце концов, она не выдержала и ответила. Она сказала, я боюсь. Ты боишься? Почему? Что ее так печалит? Она боится смерти и наказаний после смерти. Когда она вспоминает о смерти, она плачет. Она говорит, я боюсь наказания Аллаха. Честно говоря, ее слова потрясли всех нас. Вся съемочная группа растрогалась от ее слов. Она заставила плакать всех присутствующих. Мы не ожидали этого. Я попытался успокоить ее, напомнив о милости Всевышнего Аллаха. Скажи ей, что, иншаллах, она отправится к милосердному Господу, к щедрому Господу. Иншаллах, Он простит ей и помилует ее. Она знает, что наш Господь милосердный, но когда она слышит какую-то лекцию или религиозный урок о том, что есть наказание в могиле, что после смерти есть расчет и наказание, иногда она печалится и страшится. Она сказала, что покаялась Аллаху от всех своих грехов и дел, но в ее сердце остается страх перед Всевышним Аллахом. Я пытался дать ей совет, чтобы свое свободное время, которое продолжается весь день, она проводила в поминании Аллаха, зикре и дуа. И я обнаружил, что она и так это делает. Скажи ей, что Всевышний Аллах любит тех мужчин и женщин, которые много поминают Его, и что Он запишет ей за каждый тазбих, то есть слова Субханаллах, и тахмид, слова Альхамдулилля, пальму в раю.
គាត់ថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានឹងចូលចិត្តអ្នកដែលតាស្បៀសចូលចិត្តអ្នកដែលតាក្បៀតចូលចិត្តអ្នកដែលគេហៅថា Maulosi Mapurohim hat bau subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu wala hawla quwwata illa billah. Ежедневно она читает сотни тасбихов, такбиров и тахмидов с целью достичь довольства Всевышнего Аллаха. Она желает получить довольство Всевышнего Аллаха. Субханаллах. Она радовалась каждому хадису о милосердии Всевышнего Аллаха настолько, что улыбалась, когда их слышала. Скажи ей, что Аллах таков, как о нем думает его раб. Если он думает о нем хорошее, Аллах поступит с ним хорошо. Уважаемый брат, уважаемая сестра, старая женщина в своем преклонном возрасте поклоняется своему Господу. Она не выходила из своей хижины многие месяцы. Она постоянно поминает Всевышнего Аллаха и занимается поклонением в хижине, в отдаленной деревне Юго-Восточной Азии. Чего же она боится? Разве мы с нашими упущениями или мирскими искушениями, которые вокруг нас, имеем не больше поводов для того, чтобы страшиться Всевышнего Аллаха? Я слышал древние истории о людях из нашей уммы, о том, какой сильный страх они испытывали перед Аллахом, как они отрешались от дуньи и насколько богобоязненными были. Но сегодня я увидел это своими глазами. Если ты считаешь, что ты лучше некоторых других народов только потому, что ты араб, можешь легко читать Коран и знаешь много вещей, связанных с твоей религией, не торопись. Возможно, в судный день ты будешь удивлен тем, что высшие степени в раю займут многие из тех, кто живет дальше нас от исламских земель, и меньше нас понимают религию. Но в теле есть кусок плоти, который, если будет в порядке, то в порядке будет и все тело. Если же он испортится, то испортится и все тело. Этим куском плоти является сердце. Я прошу Всевышнего Аллаха собрать нас вместе со сподвижниками. И прошу Аллаха, чтобы Он сделал нас и вас соседями нашего пророка. Да благословит Аллах его и его семью. Аминь, о Аллах. И хвала Аллаху, Господу миров.